И наступающим вас праздником поздравляю. Воспользуюсь моментом. Так? Ну, эта капсула, короче, как попала нам. Мы все, как говорится, образованные, эрудированные. Мы все где-то что-то узнаем. Я тоже через сетевые компании изучаю все продукции, которые помогают человеку, как говорится, здоровью подкрепить. Раньше я очень болела. До 40 лет я тоже, как и вы, наверное, в больнице не выходила. Потому что, во-первых, это вера в медицину была. Но то, что медицина нам, как говорится, как Аяна сейчас Ивановна сказала, может и угробить наш организм, это мы не воспринимаем. Меня тоже так же до 40 годам довели до такой степени, что у меня все органы были на учете. Я, хотя сама по профессии бухгалтер. Я всю жизнь работала главным бухгалтером. Все учитывала, от владей до больших предметов, до зданий. Точно так же мой организм медицина взяла на учет и лечила. До того залечила, что я чуть было не собралась в одно место, как говорится. Но, слава Богу, хватило ума. И спасибо тому человеку, который мне показал путь, как себя оздоровить. И там была тоже, вы знаете, что было? Питание. Функциональное питание. Я еще тогда думала, ну как главный бухгалтер, деньгами подпитываться. И это тоже шла с Америки. Как вот вы сейчас, наверное, слышите слово Америки, у вас страх. У человека, у каждой живет страх. Она первая срабатывает внутри. Ну и подумала, что как это может быть, какой-то порошок меня оздоровит. Дело в том, что такие порошки, но там была химия. Здесь у нас натуральная, природная, которая из земли растет, из корнями. А там была химия, порошок. Она меня подняла через неделю. И я, вы представляете, 20 лет не хожу в больницу, не открывая дверь. Это я сейчас открываю, хожу в больницу, потому что за счет мужа. Он инвалид первой группы стал. И, естественно, я изучала все продукции. Для меня, от того, что я до 40 лет, вот с молодых лет питалась этими лекарствами, все органы лечила, и сердце, и почки, и там чего только нет. Вот эта таблетка, слово для меня была как предел. Ну и спасибо сознанию моему, что я в сетевых компаниях стала изучать продукты. Это спасибо благодаря Аяне Ивановне, которая мне помогла со своим там спонсором по энергетике понять, что надо быть открытым. Если вы закрытые, вам хоть что дай, хоть чудо-капсулу, хоть что, да, вы себя не оздоровите. Вы в первую очередь должны очистить здесь мозга. Даже воду выпивая, вы в кинофильмах замечали, что бабушки-шептуны, когда что-то лечат, и человек там, который в аварию попал или почти мертвец, поднимает какая-то вода. Потому что человек шепчет будет. А вода – это информатор всего. И вода тоже очищает. Вот Аяна Ивановна тоже сейчас пример приводила, да, что почему воду надо пить. Елизавета, да? Нет, Ирина. Да. Ирина. Вы знаете, Ирина Платоновна. Ирина Платоновна. Дело в том, что вы, когда стираете, машину ложите белье, вы что заливаете там? Воду. Без воды ничего не делаете. Вода тоже так же очищает человека. И когда у меня муж в бабушке, как гром небесный, он 2 года назад, я работу даже бросила из-за него, а то, что он действительно, это как ее, ну, там еще дочка у меня нянчилась. В августе 16-го года, почему-то этот месяц, вот еще мне надо к этому месяцу возвратиться и понять. Потому что в жизни человека ничего не делается просто так. Это все, как говорится, свыше у вас. Это как экзамен своего рода. И для меня, наверное, эти болезни мужа, это как экзамен. И в августе 16-го года у него отказали обе почки. Я еще это как-то не воспринимала. Потому что человек ходит, мало ли что не работает, ну ходит. Но спасли тогда, вытащили его. Он тоже почти чуть не умирал месяц дома. Медики приходили, он старше меня. Мне 61 лет. Ему 70 лет. Он старше меня на 9 лет. К нему не ходили и не приходили. Человек лежит под 40 градусов. Приезжают врачи, скорая, или там еще скорая, и говорят, мы его трансформировать никуда не можем, потому что он в возрасте
Понимаете? Мы все в возрасте бываем. Это страшно слушать вот такие слова медикам, что тебя никуда не ведут и тебя спасать не будут. Тут хоть за что хвататься будешь, как говорится. Ну и тут, когда вот его вытащили, через знакомых мы Жатай попали, когда он почти чуть не умирал, до республиканской больницы, потом его привезли, уже откачали, уже полмесяца. Ну, вытащили. Ну, естественно, 2 года вот он на диализ ездит через день. Это их прокачивают, понимаете, кровь крови. Он оттуда приезжает, пахшими глазами, аж прямо как полутрупы. И вот я сейчас гемодиализ езжу, да, вот смотрю на этих людей, и там, вы знаете, меня что поражает, молодежь идет уже, молодые. Ладно, я старух могу смотреть стариков, да, это как мы в возрасте, уже, как говорится, свою, это как уже отработали, уже идем, как говорится, а тут в августе нынче 18-го года он пошел в медцентр. У него через каждый год меняют эти трубы, где делают вот такие очищения крови. И вы знаете, у меня оттуда звонок, что мой муж попал в республиканскую больницу с инсультом, в реанимацию, с мозговым этим кровоизлиянием. Я как гематом. Я когда услышала, у меня, да, вот как свет клинится. Это вот своих всех знакомых, кого не лень, всех поднимала. Я говорю, узнайте, как он. И в этой реанимации, когда попадаешь, и тебе не сообщают, как у тебя там человек, это родной человек, лежит в каком состоянии. И ты не знаешь, и ты как невидение. Ну и, короче, оттуда его 5 дней откачивали, 5 дней, как говорится, лежал в реанимации. Я когда палату перешла, мы тяжело больны, как тяжело больны, у него отказала правая сторона, потому что левая полушария не двигалась. Ни рука, ни это, и речь не было. Он только мычал. Пить. Что такое пить? Вот чтобы, как говорится, понять, что он говорит и что просит, это надо было... Для нас это как экзамен тоже был. Мы шок получили. И мало того, что мы шок получили от всех больных, которые там лежат в этой палате, они, бедные, там их завязывали. Потому что, оказывается, когда инсульт, человек не соображает. Наш папа, оказывается, мы вроде с ним разговаривали и понять не могли, что он не понимал, не осознавал, где он лежит. Понимаете? И он только тогда сказал, когда уже начал речь своей говорить. И когда эту капсулу принял. Он тогда только осознал, где он лежит, в каком помещении и почему. Он, оказывается, видел меня и думал, что он дома лежит. И дети приходят, спасибо, вот моя вторая дочка, она мне помогала, это как я отца своего выходить. И мы через день 24 часа в сутки дежурили. И она потом шла на работу еще. И, короче, по истечении 2 месяцев она мне говорит, мама, я, говорит, дальше, говорит, не смогу, наверное. Одна ты сможешь или нет за папой ухаживать. Дело в том, что у меня работа вся стоит. Я, говорит, как говорится, труп устав. Но у меня, говорит, есть, говорит, вот капсулы. Мне, говорит, на работе дали. Давай, говорит, мама, говорит, попробуем, говорит, папе дать. Вдруг, говорит, поможет. Это, говорит, еда, это питание для мозгов. Вот 3 слова, для мозгов. Но я говорю, ну, поговори с папой. Если, говорю, он рот тебя откроет, то, пожалуйста, давай. Нам делать нечего. Мы уже 2 месяца лежим, и конца края нет, когда он встанет, когда он... И он за неделю до этого, вы представляете, вот кушал через трубку эту жидкую еду. И он дошел, у него кожа до кости были, скелет, короче. А тут, вот как я, смотря вот на страдания своего мужа, я решила путь дать. Я почему вот впереди рассказала, что сетевых компаний изучала, да, и все равно, как-то наш ум очень действует. Я раньше до этого не соглашалась какие-нибудь вот эти все сетевые компании давать. По идее-то можно было помочь больному своему. Я не давала нарушить, потому что я боялась что-то сунуть. Думаю, не дай бог, я его убью еще этим как-то. И мы слушаем врачей. Вот что врач скажет. Нам же тоже так же говорят. Если врач мне посоветует, я приму. Если нет, то я не приму. Я тоже так же делала, хотя все осознавала. Ну и дочка у меня начала давать 1/8 говорит, стали. И вы знаете, через неделю мы заметили, а мне показалось, что это на завтра.
Через пару дней это прямо быстро пошло. Ага. И у нас папа получился, что он лежал же, его на койке возили на гемодиализ, на его аппарат, лежачую больную, таскали. Поэтому нас не выписывали из больницы. А по идее в больнице на каждый диагноз болезни есть свои дни. У нас было, оказывается, у инсультников 21 дней, а мы уже 2 месяца, еще уже переходим. И нас даже врачи договорились, что с одной больницы в другую больницу, где гемодиализ есть, будут перекидывать. Я думаю, господи, когда это же кончится, эта пытка, я думаю. И в своем возрасте таком, когда ты хочешь мир познать, когда ты детей вырастил, да, и здрасте, пожалуйста, как привязанная мужа стала. Ну и этот, и тут он просыпается один утром прекрасно и говорит, Зина, говорит, посадите меня, говорит, я хочу сесть. Вот первый его было. И прямо так четко он сказал, что мы прямо, знаешь, обомлели. Мы даже не поняли, что он сказал, что он начал разговаривать у нас. Мы только услышали, что он хочет сесть. Ну, мы посадили с радостью. И в это время заходит врач, физкультурник, который делает зарядку с ними тоже. И зашел и увидел, и говорит, о, как хорошо, говорит, что он сел, говорит. Во-первых, говорит, сколько сидите, говорит, только по 5 минут. Не надо, говорит, долго садиться. Потому что, говорит, когда человек садится после резкого лежания, говорит, кровь хлынет, говорит, да, мозг. Он второй инсульт может схватить. Ну ладно, но почаще, говорит, можете садить. Ну и, естественно, в тот день потихоньку его посаживали. На второй день врач пришел, его посадил, потом поставил. И я, когда увидела, как мой муж бедный стоит, мне прям жалко. Вот бывает ли, когда человек вот с похмелья стоит, синдрома, у них все трясется, и он тоже так же встал. Но его тоже 5 минут посадили, обратно посадили, уложили, физкультуру сделали и ушли. Но нам сказали, говорит, почаще тоже вставать, приучать, потому что вот это сиденье, это мышцы дает ему, и у него силы, говорит, появится. Ну ладно. Третий день он пришел, посадил, поставил и говорит, а теперь пойдем, говорит, вот видишь двери, говорит, в палате, теперь, говорит, пойдем. А оказывается, инсультникам, которые не соображают, им говорят все четко, громко надо говорить, чтобы они выполняли. Потому что, оказывается, мозг двигает нашим телом. Пока не скажешь, пока не дойдет мозгу, ничего делать не будет. Ни один орган. Ну, естественно, его довели до двери. Первые шаги. И он, бедный, рывок. И он так и говорит, я не могу ходить. А он говорит, нет, ты можешь. Тащи. И не надо тащить, а поднимай выше ногу, пошли. Ну что делать? Врача слушаться надо, и он пошел. Вот третий день он пошел до двери. Его вот держали подоконник вот таким макаром и тащили как-то. Ну шел, пошел. И обратно потащили его, уложили. На 4-й день его уже вытащили туда. До двери, когда дошли, он подумал, что до двери и обратно пойдет. А врач говорит, а теперь, говорит, мы пойдем, говорит, в коридор. Видишь, говорит, вон скамейка. Пойдем до этой скамейки. Ну, и мы сидим. А нам первый день вот страх же берет. Думаю, ну, чуть трясет человека, а его потащили. Вот когда на третий день его потащили до двери. Мы сразу его начали хватать, типа как помощь отцу. Врач сказал, отмел. Не надо, говорит, он должен осознать своим мозгом, что он идет сам. Он должен это понять. И он пойдет, говорит. Ну, а раз так, что в коридоре идут, и мы не нужны, мы сидели там. И вдруг слышим с коридора голос. А теперь, говорит, посмотри, говорит. Хорошо, говорит, смотрит, где моя рука? И мы прямо скучили, думаем, что там случилось. Он говорит, моя рука у тебя на пальцах. Понимаете, говорит, я даже не держу, а держу палец о палец. Ты с этой двери, говорит, до скамейки дошел сам. Понял, говорит? А теперь, говорит, пойдем обратно, таким же путем. И наш бедный сразу страх у него сработал. Он говорит, нет, я не смогу, я говорит, не смогу, говорит. А он говорит, сможешь. Как пришел, так и дойдешь. И вот с этой скамейки он до двери, до койки довел его на кончиках пальцев. На 5-й день он его тоже вывел до этой скамейки, уже тоже на пальчиках. Посадил его, дал отдохнуть и говорит, а теперь, говорит, встаешь. Наш стал такой бодренький, думает, ну, опять на другую свою постель ляжет. Не то-то было. Он говорит, теперь ты меня берешь под ручку
Не я тебя, а ты меня под ручку. И ведешь, говорит, как девушку по коридору. Он до той двери, говорит. Ну, что делать отцу нашему? Пошел и повел врача до той двери. Вот таким макаром мы стали ходить. И это только благодаря этой капсуле. И вы знаете, эту капсулу мы как давали? 1/8. Нам на неделю 1 капсула хватало. И вот 3 капсулы – это 3 недели у нас. Ну, а раз такое дело мы увидели, естественно, тут уже мысли у нас никакого не было, мы ее берем. Пусть хоть 100 тысяч, хоть сколько. Берем. Ну и дочка у меня, вот как ее, решили, что она поступает. Прямо ее вступай, вслед за тобой я иду и кормим папу. Поем. И поем всю эту. У меня 4 дочерей, у меня 5 внучат. Самому маленькому внучку у меня 5 месяцев, 7 месяцев, вот, то период он 4-й год. И у меня вот эта 15-летняя старшая внучка, старший внук, 16 лет, потом 15 лет, 14 лет, да, Юрки. У него была с весны, с прошлого года, с октября, как ее, коклюш или как, вот кашель. Кашель такой у него был, да, что вот эта заразная какая-то кашель попала. А как-то с Айсаров вот эта зараза гуляет. И наш ребенок, вот эта внучка у меня схватила, у нее кашель не проходит, все время кашель. И до того дошло, что она стала задыхаться уже к лету, к маю месяцу, вот ребенок кашляет. Думаю, лето, и она все кашляет. И в июне месяце ее начали лечить, только тогда узнали, что у нее заразный кашель. Представляете еще? Тут у меня тяжело больной, как говорится, дома, да, которую я берегу, вот, как я опекаю, а тут у меня дома зараза, кажется. Ну, естественно, и тут у меня, когда вот это была, мы деду вот это давали. Потом у меня дочка начала доставать, покупать вот эти, пока наши шли, стали покупать. Ну, я рискнула, думаю, черт не шутит. Вдруг поможет. Эта бабушка сидела в компании, сетевой продукцией сидит и никому ничего не дает, как говорится. Но я решила, это боязни нет, это я к чему говорю, что слушайте свое сердце, она вам подскажет. И я взяла вот это, как ее, капсулу, и внучке тоже так же, как деду, 1/8 сумму. Буду приучать помаленьку. Один раз, и она у меня, вы знаете, в этом возрасте, вот с 14 лет, у меня внучка меня не слушалась. Дергалась. У меня 4 дочерей, и, естественно, у меня старший внук, мальчик. И я этому мальчику давала свое сердце, как говорится, все свое внимание ему. И девочка, естественно, наверное, обижалась. И эта обида у нее выросла. И она меня уже с 14 лет как штыки принимала. Когда что-нибудь просишь, когда посуду помоешь, когда полы подметишь, и она меня стесняла прям как штык. Обожди, подожди. Я даже обижала, думаю, для чего я тогда ее помогала расти, если в старших лет даже не могу попросить это как-то. Ну, а тут начала давать, и вы знаете, на 3-й день я заметила, когда я к ней обратилась, оказывается, человек замечает это. Я когда ей что-то попросила ее что-то делать, и она с улыбкой ко мне поворачивается, говорит, что тебе надо? Вот первой улыбкой за все эти годы я получила улыбку. У ребенка успокоился нервные клетки. И она стала воспринимать мир уже без всяких ишистых этих. Ну, раз такое дело, думаю, надо и старшему внуку дать. А у него рост вот этот. И врачи говорят, там что-то с сердцем ему, вкусная какая-то, это, кальция не хватает, и тоже ему начала давать. И тем более он у меня сам, как говорится, помощник. И заметила, что у меня мальчик был, сразу видно, вот меняется человек на 2-й, на 3-й день своих детей. Ну, и думал, пошла дальше со своими этим, экспериментами. Решила уже, у меня, смотрю, внучка в садик пошла. А раз в августе у меня инсульт у мужа, ребенка девать некуда, и я жить с ней нянчилась. И они переехали к другой бабушке. А та бабушка не воспринимала их, и внучка не жила с ними. А тут вынуждена была переехать. Даже вот это Господь Бог мне помог, что болезнь отца соединила другую семью. Потом у них ихний папа приезжал к нам, навещал своих детей, как воскресный папа, потому что он не мог оставить свою маму. А тут семья переехала. И у меня 2-летняя внучка, вот 3 годика нынче исполнилось. И садика, раз ее отдали, она начала болеть часто. 2 дня ходит и болеет, 2 дня ходит и болеет.
Но я взяла эту как бы, капсулу тоже у деда, отчеканила и дала как заветную вот эту по одному штуку. Вот 1/8 им пойдет. Вы покупаете, а она, говорит, пусть пьет. И внуку, говорю, в школу какую-то второй класс, чтобы не болел. И вы знаете, потихоньку у нас получилось, что внучка тоже не стала болеть. Но дочка, вот страх тоже живет, она не дает ей каждую утро, потому что когда я уезжаю, она спит. Она в субботу, воскресенье ей дает. 2 дня в неделю. Я потом прочла, что, оказывается, маленьким детям в неделю 2 раза можно давать. Маленьким детям 2 раза. Это как пробуждаешь их организм, и организм начинает их запасать. Он не так растет. Они и у меня внучка такая прямо сейчас, как я спокойная стала, она еще в садик ходила, у нее адаптация шла. Из-за этого она, может, и болела, она еще плакала очень. А теперь меньше плачет. Но все равно плачет, конечно. Но более-менее. Вот таким макаром эта зеленая капсула для нас как это. Теперь от того, что мы как вступили с ней, мы заказали вот эту зеленую и белую. Я без страха, без созрения, потому что любая болезнь – это инфекция. Это, как говорится, микробы. Там куча. Если человек начал болеть, это и кишма-кишмик. Но я без страха, созрения думаю, надо уже бороться с этой инфекцией. И дала ему. Думаю, ничего не будет. Если зеленая капсула с тобой ничего не случилось, октябрь-ноябрь период. И вот с ноября, может, до конца, можно сказать, потому что 28 ноября я получила свою посылку. И начала давать ему. И вы знаете, перед этим я замечала, что он в последнее время, вот к концу октября, начал стонать. Мы из больницы вышли, уже октябрь прошло, ноябрь прошло, мы уже дома, а врачи, вы знаете, инвалидам не приезжают дома. Если только вызовешь, и жалоба будет, только тогда приезжают, а так сами не ходят. Но, естественно, раз у него ничего не болит, температуры нет, из-за этих зеленых капсул, мы его не вызывали. Но я стала замечать, что он начал стонать. Мне жалко было, ничего у него там болит. Звоню своему врачу и говорю, вы знаете, говорю, он стонет. А что болит, он не говорит. Говорит, ничего не болит. Ну ладно. А тут белые капсулы, когда начали давать, на 3-й день замечаю, у меня муж перестал стонать. И после этого только я заметила, оказывается, муж у меня с молодости ночью вставал, всегда сам кушал. 2-3 раза. И всегда еще говорил, я дома не кушаю. Вы знаете, а он ночью кушал. И суп мог поесть там, это как досыпа. И, конечно, днем не кушал. И тут тоже так же ночью он прямо через каждые полчаса, через каждый час, вот я вставала, для меня это нагрузка была. Это ухаживать тяжело больным 24 часа. Это даже хуже ребенка. Ребенка накормишь, отпустишь, он будет играть. Хоть часик, хоть 2, дома хоть что. А это через полчаса ему пить надо, через полчаса ему надо повернуть на другой бок, то ему надо там покушать, тоже хочет, даже ночью мы вставали 2-3 раза кушали. А тут я заметила после этого, как это, думаю, здрасте, пожалуйста, а он перестал у меня кушать. Мы же ночью, оказывается, не кушаем, мы только сикаем. И я уже стала бороться с этим мочерем. Я говорю, слушай, говорю, я не могу, говорю, через каждый час буду стоять, такие бутылочки же есть для мужчин. Я говорю, уже говорю, не могу, говорю, видеть эту бутылку. Говорю, давай, говорю, меньше пить, говорю, будем. Вечером не пьешь, меньше сикаем, говорю, ночью. Я ночью посплю. И вы знаете, либо это подействовало, или что, ночью мы сейчас встаем только 2 раза. 2 часа ночью, 2:30, и около 6. И горшок мы стали ходить очень легко. Через неделю после этого он еще у меня, когда шел, уже, знаете, 2-3 раза я не замечала, но дома же надо, я сейчас на доме живу, еще собаки там, их кормить надо, букашки эти, надо, некогда с ним возиться. А тут что-то он меня позвал, и я выхожу, и он, знаете, вот идет и орет, ты мне больше не давай эти капсулы, говорит, свои, говорит, достала, говорит, сотка. Оказывается, он тот день 3-й раз садился. Я только тогда заметила. Я говорю, что ты, говорю, это же хорошо, говорю, идет очищение. Это наоборот хорошо, говорю. Пей воды побольше, говорю, вообще вычистите. И все твои микробы, все твои инфекции выйдет, ты вообще, говорю, у меня как молодой парень будешь перейти. Мы еще на танце, говорю, а говорит, достала меня уже, говорит, у меня задница болит. И, знаете, и вот это через неделю вот у него очищение прошло. И он 2 дня, вот 3 раза
по 3 раза покакал, потом у него перестал. Он сейчас 1 раз ходит. И он позавчера говорит, ты знаешь, говорит, Зина, говорит, мне даже, говорит, сейчас вот легко, говорит, какать. Я говорю, в каком смысле? Говорю, раньше что плохо? Раньше мне надо было тужиться. Говорит. А сейчас, говорит, я успеваю только на горшок. Я подумала, только успеваю на горшок садиться, она сама вылезла, говорит, вся, говорит, все. Мне легко, говорит. Я говорю, видишь, говорю, как помогает. А ты, говорю, сказал, говорю, что тебе не давали. Говорю, что, не будем давать? А он говорит, нет, пьем. И вот каждый вечер, каждое утро он сам мне напоминает. Я иногда бывает, суматоха забываю, там надо делать, успеть надо. А мы 12 часов уезжаем на Гемедалис, вот сейчас мне надо уже ехать, 5 часов иду забирать. Сами такси едут. И он сам меня напоминает, Зина, дай мне зеленый капсул. Дай мне, говорит, те, говорит, белые и зеленые. Понимаете, вот человек сам уже хочет, осознанно идет на это оздоровление, что помогает. И позавчера, мы через день ходим, позавчера тоже приходим, и он говорит, врачи так спрашивают, ну что, говорит, Евгений Владимирович, говорит, господин наш, говорит, как себя чувствует? Он говорит, хорошо. Вы знаете, говорит, первый раз в жизни почувствовал, что у меня нога, говорит, хорошо идет. Понимаете? Он сам стал сознавать, что у него ноги начали слушаться. И он действительно сам. Это через какое время? Ну, считай, вот мы же октябрь, ноябрь пьем, декабрь, 3 месяца. На 3 месяц вот улучшение. Сейчас какая мочевина? А? Мочевина какая и креатин какой? Не понял. Мочевина и креатин. Анализы. Анализы какие у него? Но анализы у него хорошие. Так? У него до этого, это как анемия крови была. Сейчас укол остановили. Сказали, у него говорит, гемоглобин повысился. Даже чересчур. Всегда был низкий гемоглобин очень сильно. У него гемоглобин, кровь. А креатинин и мочевина? А мочевина еще держите. Мало ли, у вас есть гемоглобин. Сколько раз делаете гемодиализ? А? 3 раза. Гемодиализ сколько? 3 раза. 3 раза в неделю, Вторник, да? четверг, субботу. Ясненько. Сахарный диабет, вот А действительно, она очень тоже помогает. 2 месяца у нас как-то еще прыгала, скакала. Сейчас у нас стабильно 1,4. 4,1. 4,1. Я говорю, вообще говорю, 4,1, 4,5. Вот между ними каждое утро. Днем, естественно, он кушает. Бывает, что дети забудут там что-нибудь сладкое, а он потянет, он, пока я бегаю, хожу, он ненароком не скушает. Вечером, когда я проверяю, у него 7, 2 или 8. А сейчас у него сколько почему? Да, но я сразу, для меня это я жду 4, чтобы стабильно было. Давление сейчас как? Давление тоже сейчас, это как и сегодня, например, у нас 148 на 75 стало. А было 170. Мочи сколько выделяется сейчас? Сейчас сколько зеленый? Дозу, ну я, как говорится, моя почта, я все дочки свои, поэтому и потом дома я сейчас я по 1,3 сейчас. Но 2 раза у нас случай такой тут. Он сам вот позавчера отметил, я еще про дочку рассказывала. А вы вообще капсулу сейчас увеличили? Да. 1 раз мы забыли, у него есть для таблеток вот этот стаканчик. Я положила туда вот эту зеленую штуку, потому что не моралась, пусть лежит туда. Ну и когда вот это белое с этим фиолетовым пришло, я туда белое фиолетовое просто автоматически кинула, положила перед ним. Я говорю, будешь засыпать, говорю, выпьешь и уснешь. Ага. Потом утром встаю, ищу свою зеленую капсулу, нигде не могу найти. А я ее только открывала. Она полная почти была. Еще не могу найти. Вторую открыла это. А потом детям еще лезу, говорю, кто взял, говорю, кто выпил, говорю, отцовскую, говорю, капсулу. Вот так делает, говорю, никто не признает. А потом он приходит утром, садится и говорит, что ты ищешь, ругаешься, говорит, на детей. Я говорю, капсулу ищу, говорю, зеленые капсулы положила, кто-то ее слопал, говорю. Сами, говорю, не покупают, говорю, а на готовенькое, говорю, будь добр, говорю, все тут как тут. А я вчера же 3 капсулы купила. Я говорю, что ты врешь, говорю, какие 3 капсулы? Там белая и фиолетовая. Сидим, чувствуем. Там 3-я была, еще зеленая. Я говорю, Петруха, говорю, ты что, целую эту штуку выпил? Говорю, да ты что, говорю? Температуру ведь мерили, это как и давление. У него нормально 145. Спал, нет? Ага. Ну и мы потом, как ее встали, пошли, что как и гемодиализ. И он так бодренько шел, сам вот как и.
Не знаю, обычно он жалуется, психует, все самораздражает его какая-то такая. А тут говорит, ты это стал признаваться, говорит, ты знаешь, где деньги, когда вечером приехали, вот так, будете приехали? Я говорю, как ты чувствуешь? А после гемодиализа у них попадает все, вот это усталость, вот это. А тут смотрю на лицо, все нормально, хорошо, это как я. А потом спрашиваю, говорю, ну что, говорит, как чувствуешь? Она говорит, знаешь, первый раз чувствую себя очень хорошо. Так, может, ему дозу надо взять? Доза, наверное, же капсула, наверное, надо. Ну вот давать. сейчас мои придут через 10 штук. Ага, еще вопрос. Мочится он сколько? Мочится, количество мочи у него увеличится. Моча полтора даем. Полтора, значит, 500, 700. И в течение дня, наверное, на нашем уровне, Хорошо, вот мы здесь даже Ну не хорошо, было этих благодарим, да, потому что Да.